بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سناء من جميل الوحي يسري ونور مؤذن ببزوغ فجر سناء من جميل الوحي يسري ونور مؤذن ببزوغ فجر وبدر قد أضاء دجى الليالي وبدر قد أضاء دجى الليالي ونهر من جنان الخلد يجري. С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Местом ниспослания Корана была Аравия, которая известна под названием Аравийский полуостров. Коренные жители называли ее Аравийским островом. Аравийский полуостров расположен на юго-западе Азии. Он имеет продолговатую форму. Он омывается с трех сторон. С западной – Красным морем, с востока – Персидским или Аравийским заливом, а с юга – Аравийским морем, которое является частью Индийского океана. С севера Аравийский полуостров достигает Иракской пустыни и местности Шам, которая занимала территории современной Сирии, Палестины и части Иордании. На Земле нет ни одного другого полуострова, который был бы близок по величине к Аравийскому полуострову. Его площадь достигает 3 миллионов квадратных километров. На этой земле арабы проживали еще до прихода ислама. Она является их исторической родиной, поэтому эта земля и носит название Аравийский остров или полуостров. Большая часть этой земли – пустыни, которые покрывают приблизительно 2,6 миллионов квадратных километров от общей площади. Большую часть севера полуострова занимает пустыня Эн-Нуфут с красными и белыми песками, которые ветер превращает в дюны и барханы. Высота некоторых дюн порой достигает 150 метров. По окончании дождливой зимы эта песчаная страна превращается в цветочный сад, украшаясь цветами и различными пустынными растениями. Именно в этот период туда приходят бедуины и используют ее как пастбище. Также там растут длинные растения с крепкими стволами из рода кустарниковых, носящие название гада. Они очень густо разрастаются и образуют чащи. Гада используются бедуинами в качестве дров, а также для получения угля. Однако этот зеленый сад недолговечен. Его жизнь длится всего несколько недель, после которых наступает засуха, приходят знойные ветры. Они уничтожают цветущие растения. В апреле там бушуют западные и восточные знойные ветры. В летние месяцы они сжигают пустыню так, что она становится похожей на ад. К югу от пустыни Эн-Нуфут распростерлась еще одна пустыня – Ад-Дехна. Она занимает широкое пространство и состоит в основном из красных песков. Начинается она от пустыни Эн-Нуфут с северной своей стороны и простирается до государств Оман и Йемен с южной. На ней располагаются гряды барханов, которые перемещаются ветрами. В некоторых ее районах иногда проливаются сезонные дожди, после чего появляются растения, однако вскоре они засыхают. По причине сухости, песчаных бурь, отсутствия пастбищ и воды, из-за дневного зноя, который очень сложно пережить, люди не проживают на большей части территории пустыни. Они приспособились жить только в некоторых местах, которые расположены на возвышенностях, где есть вода и выпадает достаточное количество осадков. На таких местах обитают растения, и бедуины находят здесь пастбища для своих животных. Южную часть этой пустыни современные географы называют Руб-аль-Хали, дословно с арабского «пустынная четверть». Так она прозвана из-за того, что там не проживают люди. Она занимает треть южной части Аравийского полуострова, имеет 1000 километров в длину и 500 километров в ширину. Есть еще один вид пустынь, которые часто встречаются на западе и в центре Аравийского полуострова. Они представляют собой песчаники, покрытые лавой вулканов,
и по-арабски называются Аль-Хара. Подобные пустыни образовались вследствие деятельности старых вулканов. Они состоят из кратеров и продуктов вулканической деятельности. По подобным землям очень сложно передвигаться, поскольку там много остроконечных камней. Из-за этого люди мало используют эти земли и оставляют их, переселяясь на другие территории. Однако некоторые части этих каменистых местностей вулканического происхождения известны своей плодородностью из-за большого количества природных источников. Кроме этих пустынных местностей, на полуострове есть и горные цепи. Например, Ас-Сарауат – эта горная цепь идет от Шама до Йемена параллельно Красному морю. Некоторые ее вершины очень высоки, и на них выпадают снега. Однако уже вблизи Мекки они становятся максимально низкими для этой горной цепи, а далее рельеф повышается к Йемену, где горы вновь становятся высокими. Между этими горными цепями и Красным морем имеются узкие прибрежные равнины. Эти равнины называются Тихама и в основном представляют собой влажные жаркие территории. Некоторые из них неблагоприятны для здоровья человека. От Йеменских гор отделяются другие горные цепи. Они простираются на восток параллельно берегу Аравийского моря, Индийского океана и достигают Омана, где расположена вершина Зеленой горы, которая достигает 3000 метров. До прихода ислама Аравийский полуостров условно был разделен на 3 части по степени развития цивилизованности. Этому способствовали его географическое расположение и рельеф. Южная часть, Йемен, на сегодняшний день на этой территории расположены Йемен, Оман и юг Саудовской Аравии. Северная часть Аравийского полуострова, которая соседствует с Ираком и Шамом, и центральная часть, охватывающая Мекку и Медину и называемая Хиджазом. Первая часть – Йемен. Благодаря длинным берегам, протянувшимся вдоль Персидского залива и Индийского океана и множеству морских портов, эта местность стала центром транзита товаров из Индии и соседних стран в Шам, а затем в Египет и Европу. Также подобное географическое расположение способствовало соприкосновению с персидской цивилизацией, которая господствовала тогда в странах Персидского залива, и с византийской цивилизацией, иногда напрямую, но зачастую посредством действия их наместников в странах Африки – негусов, Хабаша. Также эти территории, по сравнению с другими землями Аравийского полуострова, были очень плодородными. В итоге все это способствовало становлению на этой земле нескольких государств и правлений. Некоторые из них образовались еще до нашей эры. Например, государство Аль-Майния, химьярское правление, а также государство Саба, о котором упоминается в Коране. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور سلام من جميل الوحي يسري ونور مؤذن ببزوغ فجري. Эта местность известна возделыванием земли и строительством плотин. В истории очень известна плотина Маариб, построенная именно здесь. Также здесь умели строить дворцы, молельни, крепости, обносить города толстыми стенами. На этой местности были распространены знания, например, умение читать и писать. Письменность древних жителей Йемена была известна как муснат, однако этот стиль письма сейчас не используется. По принятии ислама жители Йемена стали практиковать почерк, используемый при написании Корана. В исторической местности Йемен были распространены христианство и иудаизм. В таких городах, как Наджран, Санна, Аден и Катар было очень много церквей.
Из истории нам известно, что византийцы поддерживали связи с христианами Йемена и материально помогали местным епископам. Византийцы были заинтересованы в распространении христианства на этих землях. Вторая часть – это северная территория Аравийского полуострова, соседствующая с плодородными землями Ирака и Шама. Также она носит название Хилляль-аль-Хасыб, что переводится как «плодородный полумесяц». На эти территории часто приходили бедуины, нередко захватывая земли силой. Особенно часто это происходило во времена засухи, когда они искали пастбища для своих животных. Это привело к соприкосновению арабов с цивилизациями, населяющими в то время Ирак и Шам. Последняя из них – сасанидская персидская цивилизация в Ираке. Также у этих территорий был выход к Персидскому заливу и Красному морю. Такое географическое расположение сделало в то время эту местность значимой в мировой торговле. Все вышеперечисленные факторы способствовали переменам в жизни арабов этой местности. Оставив племенную жизнь, они перешли к режиму, близкому к государственности. На северо-востоке образовался эмират Аль-Хира, который был предан Персидской империи, а на северо-западе эмират Гассанидов, который был дружественен с Византией. Арабы раскололись. Причина такого итога заключалась в политической борьбе между византийцами и сасанидами. Византийцы завоевывали расположение арабов распространением среди них христианства, господствующей религии Византии. Византия посылала арабам миссионеров и поддерживала строительство церквей на тех территориях дорогими стройматериалами и умелыми строителями. Все это стало сильной поддержкой для византийцев и помогло им победить в войнах против сасанидов. Христианство завоевало многих арабов, проживающих на окраинах Аравийского полуострова, даже тех из них, которые находились на стороне сасанидов. Но, как известно из истории, христианство распалось на отдельные течения, а большинство арабов, принявших христианство, последовали Нестору, церковь которого отличалась от государственной церкви Византии. Но, несмотря на это, арабы-христиане чувствовали религиозное единство с византийцами. В крайней точке северо-запада полуострова образовалось государство Набатея. Оно существовало еще до нашей эры. Большую роль в становлении этого государства сыграло его географическое расположение. Набатейцы выступали посредниками, перевозя товары между Шамом, Египтом и Аравийским полуостровом. Жители Набатеи строили города, селения, обрабатывали землю. Архитектурные строения набатейцев остались и до наших дней. Самый знаменитый архитектурный памятник Набатеи – Петра, столица Набатеи. Она расположена в современной Иордании. Жители Набатеи испытали влияние арамейской и греческой культур. Они были известны своим умением писать и читать, имели свое письмо, которое называлось набатейским. Этот вид письма был распространен на полуострове, им пользовались многие арабы. Что же касается третьей части, то к ней относится центр Аравийского полуострова и земли, протянувшиеся до берегов Красного моря. В этой местности в основном расположены пустынные степи, и только на западе этой территории есть горная цепь. Там очень мало плодородных земель. С трех сторон эта местность окружена опасными пустыней со знойными ветрами и рвами. Попавший в эту пустыню человек, не являющийся местным жителем, обречен на погибель. На таких территориях нет ориентиров, помогающих путникам найти дорогу. Нет лесов и воды, спасающих заблудившихся людей от гибели. Эта пустыня была подобна стражникам, охраняющим территории от жаждущих наживы жителей соседних империй. Воины Византии опасались пересекать ее границы. Да и Византия не видела в ней ничего, что побудило бы ее приложить серьезные усилия к завладению желаемым. Эта пустыня помогла местным жителям сохранить свои обычаи и язык, содействовала их изоляции от внешнего мира. Таким образом, положительное или отрицательное воздействие культур соседних империй на них было слабым, да и проявление его было заметно лишь на некоторых людях, но не на обществе в целом. Пустыня вынудила большинство проживающих на ней арабов жить жизнью бедуинов. Последние переселялись со своими палатками в поисках пастбищ для верблюдов, смирившихся с суровостью окружения, и для небольших стад овец.
Что же касается лошадей, то у бедуинов их было очень мало. Это все имущество, которым мог владеть бедуин. Старейшины бедуинских племен могли обладать сотнями верблюдов, а обычные бедуины могли не иметь ни одного. Среди бедуинов был распространен и другой метод добычи пропитания – охота на антилоп, газелей и горных козлов. Но если засуха усиливалась, то многие люди переходили на закон джунглей, воевали друг против друга, чтобы утолить голод, или обворовывали караваны, путешествующие между югом и севером полуострова. Бедные представители бедуинских племен пытались выжить, занимаясь разбоем. Такова была жизнь бедуинов. Она протекала между поисками пастбищ для скота, охотой на животных или имущество других людей. Суровая жизнь в пустыне взрастила в них щедрость. Богатый давал милостыню бедным, а в период засухи резал своих верблюдов, чтобы спасти свое племя от смерти. Или же готовил пищу для своих гостей, останавливающихся у него. Бедуины каждую ночь разводили костры на окружающих их горах и барханах, чтобы заблудившиеся в пустыне люди смогли найти путь. И если путешественники приходили к ним, то бедуины предоставляли им безопасный приют, даже врагам. В стихах бедуины часто с гордостью упоминают эти костры и то, что их собаки уже не лают на чужих, поскольку привыкли к большому числу посетителей. Многие из бедуинов стали известны своей щедростью. Среди них большим почетом обладала верность. Арабы чтили договоры и не нарушали их, несмотря ни на что. Их любовь к человеческой верности была настолько сильной, что если человек нарушал свое слово или предавал, они поднимали знамя позора для такого человека на собраниях и рынках. Такого человека постигал вечный позор. Арабы восхваляли все черты, свидетельствующие о величии и благородстве человека. Ничто не было им так ненавистно, как унижение и бесчестие. Даже малый намек на это вызывал у них гнев. Однако особенности характера бедуинов привели к началу войн между племенами. Причина возникновения конфликтов, жертвами которых становились многие сыновья племени, иногда были банальными. Слова «их жизнь была непрекращающейся войной» не являются преувеличением. Самыми важными качествами араба-бедуинов в тот период невежества – джахилии – стали храбрость и хорошее вооружение. Почти в каждом племени был или убийца, или убитый в бою. Бедуины следовали закону мести. Также они признавали обычаи и традиции своих племен. Эти люди были чрезмерно преданы своему племени и поддерживали его до конца, даже в ситуациях, где оно занимало неверную позицию. В этом обществе были распространены такие пороки, как распитие спиртного, азартные игры, прелюбодеяние, убийство детей из опасения бедности или убийство девочек вследствие боязни за их будущее. Большинство арабов, проживающих на этой территории, были язычниками и многобожниками, верящими, что божественная сила есть у звезд, деревьев или скал. Они поклонялись идолам. Наряду с поклонением идолам они верили, что Аллах – Господь всего и превыше всего. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عليه يتوكل المتوكلون. سلام من جميل الوحي يسري ونور مؤذن ببزوغ فجري. Арабы этой территории жили простой бедуинской жизнью, не достигая цивилизованности. Их знания приобретены на личном опыте, а не из книг,
и охватывали только окружающую действительность. Например, они знали астрономию. Они были вынуждены искать знания о звездах и очень внимательно следили за небом. Эти знания не были приобретены методическим путем. Выдающийся языковед Джахис сказал: «Арабы знали, как ориентироваться по звездам, и предполагали, что могут предугадывать по ним дождь. Потому что человек, находящийся на пустынной равнине, где нет ориентиров и никаких указателей, и преодолевающий по ней огромное расстояние, вынужден искать то, что спасет его и выведет на верный путь». Из-за того, что бедуин нуждался в дождях, избегал засухи, держался за жизнь, ему были необходимы знания о дожде. Он не видел над собой ничего, кроме неба и звезд, двигающихся по нему, сменяющих друг друга или остающихся неизменными, двигающихся группами или в одиночестве. Как-то одну бедуинку спросили: «Есть ли у тебя знания о звездах?» Она ответила: «Пречист Аллах, разве не буду я знать силуэты, находящиеся надо мной каждую ночь?» Однажды один бедуин описывал некоторым оседлым жителям звезды, указывающие на метеорологические изменения, звезды-ориентиры и звезды, помогающие в определении частей ночи. Один из присутствующих сказал другому: «Разве ты не видишь, что этот бедуин знает о звездах то, о чем нет знания у нас?» На что тот ответил: «Кто же не будет знать столбов своего дома?» Подобные высказывания историков имеются и о познаниях бедуинов в медицине. Они приобрели эти знания эмпирическим путем. Они использовали прижигание и знали пользу некоторых растений. Но среди их знаний было много недостоверных сведений. Их методы лечения не опирались на научные законы. Знаменитый историк Ибн Халдун сказал: «Медицина у бедуинов в преобладающем большинстве основывалась на несовершенных опытах. Их знания по медицине передавались из поколения в поколение, от живых представителей старшего поколения. Возможно, некоторые из этих познаний верны, однако они не соответствовали научным законам. У арабов часто встречалось подобное врачевание». Отдельное внимание они уделяли физиогномике и изучению следов, оставленных на земле или песке. Эти познания бедуины приобрели, так как нуждались в них. Они проживали в безгорной пустыне и с помощью подобных знаний могли найти заблудившегося человека или преследовать своих врагов, посягающих на семьи в их отсутствие. Все их знания были элементарными, поскольку большинство жителей этой территории были бедуинами, а не людьми научной мысли. Бедуины были слабы в определении связи между действием и его причиной. Люди не углублялись в исследование происходящего. Это привело к широкому распространению среди них веры в дурные предзнаменования, гаданию по полету птиц и по стрелам. В этом беспросветном невежестве, которое покрывало жизнь арабов до ислама, было два проблеска света. Первый из них – это вышеупомянутые нравственные качества, которые ценились среди арабов и были им любимы. Второй же – это богатство языка, на котором они говорили. Арабы, проживающие в этой местности, достигли высокой степени красноречия. Наиболее полно это качество демонстрируется в их стихах. Доисламские стихи, созданные на этой территории, очень ценятся учеными-языковедами. Они считают подобные стихи апогеем арабского стихосложения. Арабы, проживающие на южной и северной части полуострова, говорили на языке, в котором были слова, заимствованные из арамейского, химерского и набатейского языков. Что же касается языка, на котором говорили арабы этой местности, то он был чистым арабским. Эта местность – колыбель доисламского стихосложения. Известный философ Мелик бин Наби сказал:
У каждого народа есть своя страсть, увлечение, к которому он прилагает свои созидательные таланты и которое согласуется с его натурой. В Египте эпохи фараонов, к примеру, люди проявляли особый интерес к архитектуре и математике, что подтверждают великие памятники древности. Древние греки увлекались красивыми скульптурами, плодами творчества Фидия, а также логикой и философией, в которых проявился талант Сократа. Что же касается арабов в доисламский период, то их страстью и увлечением был язык. Они не ограничились использованием родного языка лишь в повседневной жизни, как это было у других народов. Арабы искусно пользовались им, создавая изысканные словесные обороты, подобно тому, как Фидий высекал свои скульптуры из мрамора, и подобно тому, как кисть Леонардо да Винчи рисовала на холстах, выставленных ныне в знаменитых музеях мира. Писатель и языковед Махмуд Шакер сказал: «Стихи освещали темноту невежества». Красноречие стихов занимало арабов в доисламский период так же, как язычников занимали идолы. Они искренне преклонялись чудодействию стихов, как не преклонялись даже своим идолам. Они были рабами красноречия прежде, чем были рабами идолов. Мы слышали, как некоторые из арабов пренебрегали своими идолами, но не слышали, чтобы они пренебрегали красноречием. Стихи играли важную роль в жизни арабов. Арабы сентиментальны, а стихи – результат их наследственной предрасположенности. В каждом племени были поэты, прославляющие свое племя и его победы. Во время войн воздействие стихов было сродни удару меча. Не было, наверное, ни одной войны, которую не сопровождали бы стихи. Войны сражались и мечами, и с помощью стихов. Люди считали силу воздействия стихов подобной по силе колдовству. Поэты угрожали врагам своего племени сатирическими стихами. Они словно посылали им проклятия, которые вскоре постигнут их. Среди арабов стихи стали настолько важными, что дело дошло даже до того, что люди из одного племени стали поздравлять людей из другого, если среди того появлялся выдающийся поэт. Арабы поздравляли друг друга только в 3 случаях: когда рождался сын, когда появлялся выдающийся поэт и когда конь оставлял потомство, так как мужчины, поэты и кони олицетворяли силу племени. Окружающие воспринимали поэта как защитника своей чести, увековечивающего подвиги и расхваливающего их. Таковым положение арабов оставалось до начала пророчества Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И, как мы упоминали ранее, не все, но большинство людей этой территории были бедуинами. Здесь было и малое количество оседлых жителей, оставивших жизнь бедуинов. Подобные поселения отдаленно напоминали города того времени. Вокруг них не было защитных стен, не было вооруженной армии, как не было и возглавляющего их правителя. Эти поселения больше походили на деревни и представляли собой большое скопление домов. Такими поселениями управляли старейшины племен. Причин появления подобных поселений было несколько, но основная из них – экономическая. Среди подобных поселений была Мекка. Мекка расположена на западе Аравийского полуострова, на склонах горной цепи Ас-Сарауат, где равнины Тихама встречаются с окружающими ее со всех сторон горами. От нее до берегов Красного моря примерно 70 километров. Земли Мекки непригодны для земледелия и окружены голыми горами. Источником питьевой воды здесь является только источник Зам-Зам. Здесь есть и другие источники, но их вода непригодна для питья. Недостаток водных ресурсов сделал эту землю непригодной для земледелия.
Возможно, у слушателя возникнет следующий вопрос. Если эта земля не была пригодной для земледелия и там не было нормальных условий для жизни, что же заставило людей осесть в том месте? Люди осели здесь из-за большой значимости этого места в религиозной и экономической жизни арабов. Образование Мекки непосредственно связано с Каабой. Забота арабов о Каабе, ее возвеличивание, совершение к ней паломничества – основные причины образования этого города и его развития. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Арабы передавали друг другу из поколения в поколение знания о том, что Каабу построили Авраам и Измаил. Мир им! وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Также Коран извещает нас о том, что Кааба почиталась арабами со дня ее основания. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سلام من جميل الوحي يسري ونور